Сил Сталиса южной Кореи расположенная на реке Хан. Население города составляет около 10 миллионов человек. Сеул известен своим гористым рельефом. Люди издавна считали выше сеульское стандартом Кореи. Например, сеульский диалект считается стандартом корейского языка. Вообще даже есть выражение «말은 제주로, 사람은 서울로», что можно перевести как «лошадям хорошо жить на Jeju, а людям в Сеуле». Когда Сеул стал столицей и как он получил свое название? С древних времен в бассейне реки Хан нередки были наводнения, благодаря чему почва была плодородной. Здесь мы можем найти среди людей, живших тут с давних времен. Впервые Сеул стал столицей в 1980 году, во времена, когда Бекже владел территорией реки Хан. Впоследствии Сеул был важным большим городом во времена правления династии Goguryeo и 신라. В 1392 году, во времена династии Joseon, город снова стал столицей и продолжает играть эту роль до сих пор. В эпоху Joseon Сеул назывался 한성 или 경성, но многие люди чаще называли город Сеулом. Ведь сама слово Сеул переводится как столица. После освобождения от японских завоевателей люди отказывались называть город 경성ом. Ведь именно такое имя носил город во времена японской оккупации и переименовали его в Сеул. Если посмотреть на карту времени династии Joseon, сразу видна большая разница в масштабе между древним Сеулом и нынешним. Раньше Сеул был намного меньше и располагался только на северном берегу реки Хан. Для этого есть несколько причин. Это и сравнительно небольшое по современным меркам население города, и более удобное расположение для защиты города, и сам прибрежный рельеф реки Хан. В настоящее время многочисленные мосты соединяют северную и южную части города, позволяя легко перемещаться туда и обратно. Но в то время построить мост возможности не было. Поэтому без лодки перебраться на другой берег было непросто. По сути, река Хан была огромным естественным барьером. Кроме того, частные наводнения на реке Хан были большой проблемой, которую в то время не могли решить. Именно поэтому люди жили только на северном берегу. После освобождения от японских оккупантов размеры Сеула были такими же, как и во времена династии Joseon. Но с течением времени в столицу переезжало еще больше людей, и вскоре правительство почувствовало острую необходимость в расширении города. После ряда таких расширений город принял свой настоящее очертания. Когда Gangnam вошел в черту города, очень многие хотели туда переезжать. У Gangnamа была слава бедной, пустой земли, пригодной только для ведения сельского хозяйства. Чтобы люди захотели там жить, правительство решило построить большую кольцевую линию метро, соединяющую Gangbuk и Gangnam. Но даже после этого многие отказывались переезжать в Gangnam. Тогда правительство решило перевести известные школы в Gangnam. Тогда родители, которые хотели, что их дети учились в хорошей школе, начали переселяться в Gangnam. Сегодня Gangnam известен как место, где проживает много богатых людей. После всех этих перипетий Сеул стал одним из ведущих мегаполисов мира. На этом сегодня все. Ставите лайк, подписывайтесь и следите за обновлениями. Спасибо за просмотр. До свидания.